будь Шамиль более энергичен. Он мог бы, например, вместо набега на Кахетию, предпринять движение к кистинским обществам. Майсти, Цори, Галгай, Джейрахи, покорность коих нам была номинальна и вообще сомнительного свойства. И с этими бедными дикарями, склонными к хищничеству, вместе вторгнуться на военно-грузинскую дорогу, в северной ее части, около Ларса, Аниумцхета, производить мелкими партиями постоянные набеги. И, действительно до крайности, затруднить, даже временно прекратить сообщения наши с Россией, вынудив производить их под сильным прикрытием пехоты. Но он, очевидно, был мало знаком с этой частью гор и кистинскими обществами, не принявшими учения мюридов, ни даже мусульманство в такой степени, как горцы Дагестана и чеченцы. Попытки имама силой обратить их в мюридизм были безуспешны и встретили вооруженный отпор. Привлечь их на свою сторону и сделать своими деятельными соучастниками он мог бы только, задобрив влиятельных людей и соблазнив их перспективою добычи, не касаясь ни их религиозной, ни бытовой свободы. Полковник кавалерии и военный историк Кавказа Арнольд Львович Зиссерман. 25 лет на Кавказе.